Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam marshal души, хомья бусур вежри ижри вай ариан слова аричка салам маршалду. Здравствуйте, друзья мои. Как всегда, в начале ролика сразу попрошу вас подписаться, если вы смотрите не подписанными. У меня есть канал Кри Нохчо на Яндекс.Дзене и вот этот клуб российских изобретателей на Ютубе. Если вы подпишетесь, это в первую очередь лучше будет для вас, не только для меня. Для меня, конечно, это большая помощь и подспорье. Чем нас больше, как говорится, в одном месте, и вы высказываете свое мнение, к этому мнению прислушиваются. Возможно, я этим роликом много недовольства вызову своих соседей, что справа, что слева. Но я просто задаю вопросы, а вы и те, кто себя ассоциирует с нашими соседями, попробуйте дать ответ. Но начнем с простых и примитивных вещей. Вы видите, граница на карте, это обыкновенная карта. Конечно, у меня есть возможность его по-разному смотреть. Вот она, граница Чеченской Республики и Дагестана. Это дорога, которая идет на Хезной-Ам. Многие чеченцы, которые ездят на Хезной-Ам, не знают, что они половина пути. Вот он, Харачой, вы видите. И вот оно, озеро. Ровно напополам вы проезжаете по территории Дагестана. Это не чеченские земли, сегодня, по крайней мере, официально. И как это получилось? Вот у меня вопрос. Дагестанцы, ответьте, которые сегодня негативы пишут наш адрес, шумят, тарахтят, бряцают всевозможными мнениями и, как сказать, примазываются к конфессии, то есть говорят, да вот мы мусульмане, мы все. А какие, интересно, у мусульман должны быть, вот второй вопрос, отношения, как выборочно вы исследуете шариату, Корану, или вы должны его следовать неукоснительно. Посмотрите, почему я это говорю? Вы никогда в жизни не владели, тем более в таком количестве, частью озера. Вы вообще близко не подходили к этой территории, и не были вы никогда, вообще даже ноги мочить не могли в этом озере. Однако же сегодня часть территории Хезной-Ам отошла дагестанцам. Вот на каком основании, какое государство, какое образование, республика это вот такую карту начертила? Почему вот эта нижняя часть Дагестана, верхняя чеченская? Почему я этот вопрос задаю? Не для того, чтобы вызвать какие-то волнения. Сразу говорю, мы рано или поздно своего добьемся, и добьемся это законными путями. И один из этих путей вот так, когда оглашают правду и ставят вопросы. Я ставлю вопрос и перед дагестанцами, и перед Республикой Дагестана, и перед федеральными властями. И как так получилось, что вот так? Кто может мне сказать, что это настоящая граница? Любой образованный человек, любой ученый вам скажет, что это искусственная граница, созданная, это захваченная земля. В подтверждение тому я сейчас показываю подробности. Вы видите, вот эта территория, видите как, левая сторона, дорога, которая ведет к озеру Хезной-Ам, это серпантин. Левая сторона это Дагестан, правая это Чечня. Ответьте мне, дагестанцы, из каких побуждений вот здесь, на окраине этой горы, на искусственно созданной границе, из каких побуждений дагестанцы прямо на границе построили вот этот дом, который назвали кафе и тому подобное. Вот мне интересно, вот я такие вопросы вам буду задавать. После этого скажете, что вы мусульмане, хорошие, правильные и тому подобное. У меня вопрос опять к дагестанцам. Если вы не знаете, я вам подскажу. Вот эта гора справа, это вот это Харачой-Лам на чеченской территории. Вот эта гора, это Эрсной-Лам. Вот она, вот это, и вот этот вот так идет по правому ущелью вверх между Харачоем и Эрсноем. Ну а по левой стороне, посмотрите, вы хотите сказать, что наш Эрсной-Лам принадлежал вам, и что мы даже если бы так было, мы с вами граничили, мы, Эрс-Тейп, представители народа Нохчева, наш Тейп что с вами вот так граничил, и вы считаете, что рано или поздно Эрсной не проснутся, если не проснется вся Чечня. Если чеченцам без разницы, то Эрсной Тейп вам никогда в жизни это не оставит. Как вы думаете, это правильно начерченная граница? А теперь ответ на тот вопрос, который я дал. Почему вот здесь вы поставили дом? Потому что пройдет совсем немного времени, и вы с пеной у рта, как сегодня, будете утверждать, что это земли были ваши, потому что ваши отцы здесь жили, и вы будете точно так же клясться, как в прошлые разы, когда вот этот, каким путем
вот этот фрагмент земли достался вам, Дагестану. Посмотрите на границы, как эта земля могла быть вашей. Давайте спросим у любых ученых, смотрите, какие вы квадратики здесь нарисовали, удобные себе. Как могли почти до Харачоя дойти земли дагестанцев? Объясните мне, не русскому. И пусть ваши ученые, наши ученые или нейтральные ученые, не заинтересованные объяснят, это не искусственная граница. И как это могла вырасти вот такая хотелка у вас, как совсем недавно у ингушей. И вы считаете, что когда я вот делаю ролик, объясняю, посмотрите, как ваши границы идут. Вы никогда в жизни не выходили вот так, как вы сейчас зашли, захватив озеро, просто слов нету, насколько вы нагло действуете. А почему нагло? Теперь посмотрим. Вы, без всякого сомнения, я думаю, что даже самому глупому дагестанцу я сумел доказать, потому что это гора моего тейпа, вот она, еще раз показываю для тех, кто не знает. Вот эта гора Эрсной-Лам, и я вам показываю, что по ней проходит граница. Никогда в жизни вы даже наше отхожее место не нюхали, чтобы вы были вот так на нашей границе. И теперь мне интересно знать мнение тех, кто защищает Республику Дагестан и ее действия, ее руководство этой мафиозной структуры на теле России, из подачи российских властей, некоторые, по крайней мере, части. Вы считаете это правильным? И вы считаете, что это не есть заложенная мина, которая рано или поздно взорвет? Вот такие у меня вопросы к вам есть. А теперь давайте посмотрим, какие могут быть претензии, когда я делаю ролик, просто стараюсь выдержать, скажем, этикет, обычай наш соблюсти, чтобы не ругаться с нашими соседями с другой стороны, которые называют себя ингушами. Вы хотите, или даже вопрос неправильно будет поставлен, вот этого послушайте и попробуйте это объяснить мне и моим подписчикам. Те, кто сегодня льет грязь и ругается с нами, чеченцами, и которые говорят о величии Ингушетии, ингушей и так далее. Послушайте, кто вы такие, уст вашего главного ингуша. Материал взят с Яндекс.Дзена, и вот вы узнаете Бейбулат Богатырева, его разговор с Ельциным. Послушайте, дайте оценку. А меня обманули. Вот Толдонит, а то еще. Кто я уже обманул? А вот чеченцы обманули. Они вас защищают, а вы их тоже защищаете. Я говорю, Борис Николаевич, мы никого не защищали, и они нас не защищают. Не защищали нас чеченцы. Почему? Потому что в Первой Кавказской войне мы против России не воевали. Сейчас мы не присоединились к Чечне против России. За это никто тоже не любит. Чеченцы нас не будут защищать. Вам это нужно. Здесь важные ключевые слова, кроме того, что сейчас говорит, которые я хотел бы услышать от тех ярых противников народа Нохчева. Вот эти последние два слова. Вам это нужно? Вам это нужно. О чем договаривался ваш лидер Бейбулат Богатырев с Ельциным? И это в какое время сказано? Дайте объяснение нам, неразумным Нохчева, против кого и что он там объясняет. Почему мы такие глупые все время, вас, несчастных, хороших, великих, достойных сынов, от которого произошли целые народы, как Нохчева там, как вы там говорите, пошли стада динозавров, вы древнее Ноя, и много бред, который вы вот несете. Когда вам пытаются вас остепенить, вы начинаете такую пургу нести, что аж стыдно и страшно бывает, что вообще Аллах мог создать таких людей и дать им такие возможности высказываться и творить это беззаконие на земле. Вы не просто слуги дьявола. Для нас, посмотрите нашими глазами, что вы из себя представляете. Дайте оценку вашему любимому творцу Ингушетии. Он сотворил Ингушетию, и много высказываний его есть. Это не просто ненавистник чеченцев, а вообще он просто состоит, он сплетен из ненависти к чеченцам. Но если я не прав, то мне будет очень приятно, если меня наставят на путь истины и мне разъяснят. Я думаю, много будет наших подписчиков, которые хотели бы это увидеть. Почему я это все пытаюсь объяснить? Потому что я, как блогер, делаю акцент. Посмотрите, мало того, что захватили наши земли, чеченские вообще, нашего тейпа, нашу гору оттяпали еще. Конечно, я там бывал,
я за грудки брал, как говорится, и говорил, это что, ваша земля? Некоторые, кого там поймал. Конечно, пастухи никакого отношения к этим вещам не идет. Но это идет от власти сегодняшнего Дагестана. Но и от коварства народа, который сегодня называют себя аварцами, андийцами и тому подобное. Именно вы вот таким коварным путем, как сейчас поступили в свое время, вот эти земли, которые сейчас границы сделаны и якобы ваши, и это знаете вы, это знаем мы, потому что мы богобоязненно промолчали. И именно вы поклялись на Коране, и сегодня, когда это все известно, что ваша клятва была харамна, эта гора даже называется харамная, харам для вас, и вы это признаете, насыпали в землю свой сапог, и тот, кто дает клятву, дал клятву, что стоит на своей земле. Но сегодня мы это знаем, и мало-помалу вы захватываете эти земли. Если мои слова никакой реакции, никакой пользы не приносят для моего народа, для моей республики, никаких шансов нету восстановить справедливость в этом мире. Хотя есть и законы Российской Федерации, и Россия это видит. Каково нам, как мы должны относиться? Вот вам вопросы. К русским вопросы. Как мы к русским должны относиться, когда к нам относятся вот так? Наш тейп ушемлен, наш народ ушемлен. И доказательства, давайте я приведу вот такую вещь. Я показываю сотни, еще раз покажу, сотни гектаров, сотни, а то тысячи гектаров квадратных километров нашей земли, которая отошла в Дагестан. И по закону, и без закона. И никакой реакции. Какой бы блогер что ни говорил. Вот я блогер, я вам говорю. Наша земля захвачена. Эти границы искусственно, они неправильные. Никогда в жизни к озеру Хезну, к этим землям дагестанцы не имели отношения. В том числе наши все населенные пункты сегодня на территории Дагестана. Исконно наши земли. Давайте посмотрим, какая реакция, когда дагестанцы считают, что их права нарушены. В Дагестане обратили внимание на расхождение границ республики с Чечней. РИА Дербент. Вот это информационное агентство, какой-то портал, мне кажется, самым похабным, на мой взгляд, потому что он постоянно поддерживает именно диверсию против Чеченской Республики и сеет смуту. Однако же ни один дагестанец не выступил против этого портала. Так вот, пользователь дагестанской блогосферы обратил внимание на расхождение границ Чечни и Дагестана между картой, вывешенной на официальном сайте парламента Чеченской Республики, и кадастровой картой. После соглашения Евкурова и Кадырова о новых границах между республиками Ингушетии и Чечни на сайте парламента Чеченской Республики вывесили новую карту. Но дагестанские пользователи обратили внимание на границы Дагестана и Чечни. Казалось, что озеро Хезну-Ам, которое находится на границе Чечни и Дагестана, согласно карте парламента Чеченской Республики, оказались полностью на территории Чечни. Никогда в жизни Дагестана, я как уже говорил, даже не нюхали эту воду. Но однако же теперь уже даже граница передвинута. В то время, как по общепринятым картам, восточный берег озера находится на территории Ботлиховского района Дагестана. Но вам самим, те, которые это пишут, говорят и которые считают это правдой, вам самим не стыдно, что-то есть от вас, у вас мусульманское? При рассмотрении разницы в границах между двумя республиками это оказалось не единственным расхождением. В том же Ботлиховском районе, возле села Ансалта, и вы Ансалта считаете своим селом, вот ни грамма совести и стыда у вас нету. Вообще. Почти весь участок лесного фонда между Чечней и Дагестаном отнесен к Чеченской Республике, а также почти весь дагестанский отрезок дороги Ансалта-Буни. Хоть здесь признаются, чеченское село в скобках написали. Вместо с прилегающими к границе территориями сельскохозяйственного назначения Ботлиховского района. И посмотрите, с какой скрупулезностью они изучали каждый метр-миллиметр, когда сами на нашу территорию зашли и нарисовали эти границы, когда никогда в жизни эти границы Дагестана не были, никакого отношения к озеру не имели. Редакция РИА Дербент подсчитала территориальную разницу на двух участках согласно карте Чеченской Республики, кадастровой карте. По нашим подсчетам, участок Ботлиховского района возле озера Хезну-Ам
отнесен к Веденскому району Чечни площадью 6,6 квадратных километров. Вы можете себе представить? 6 квадратных километров. На территории того же Ботлиховского района возле села Ансалта отнесен к Веденскому району площадью 4,8 квадратных километров, в составе которого оказывается почти весь участок лесного фонда, а также земли сельхозназначения к западу от села Ансальт. Итого территориальная разница приблизительно на двух участках между кадастровой картой и картой парламента Чеченской Республики составляет 11,4 квадратных километра Ботлиховского района при площади района 687 квадратных километров. Когда это у Сюли такие были земли? Это по данным сайта правительства Республики Дагестан. В том, что озеро Эзно-Ам находится на территории Ботлиховского района, подтверждает описание района на сайте правительства Дагестана. Так вы можете на заборе что угодно написать, а за забором-то нету вашего ничего. Само озеро Эзно-Ам является одной из достопримечательностей этого горного участка на западном Чеченском берегу, которые построены гостиницы, обустроена зеленая территория для туристов. Вот эти фрагменты, друзья мои, зелененькие, это они посчитали, что чеченцы присвоили себе. Это нарисовал Малик Бутаев. Историческая справка дается. В дагестанской истории озеро Эзно-Ам традиционно известно как Андийское озеро. Но вы не просто врете и не коснетесь. Когда это озеро было андийским? С каких пор? Но должно же быть что-то человеческое в людях. Никогда в жизни запаха не было. Еще за десятки километров от озера Эзно-Ам находится Эрш-Ам, по-чеченски называется. Это тоже наше озеро, глубоко в вашем Дагестане. Вы вообще за Сулак не заходили. Что же вы бред несете? Как может озеро Эзно-Ам быть Чули, на берегу которого, вот посмотрите, написано, как известно, это Андийское озеро, на берегу которого в 17 году проходил второй съезд горских народов Кавказа. Это событие запечатлено в рисунке, присутствовавшем на съезде дагестанского художника Халильбека Мусаясула 1897-1949 год. Посмотрите, какими хитросплетениями они уже вдалбливают в сознание, что это не озеро Эзно-Ам, а Андийское озеро, потому что в 17 году какой-то Лильбек или Халильбек нарисовал картинку, что там был съезд. И это теперь должно быть озеро и Андийское, и никакое это не чеченское и тому подобное. Вот я хотел бы услышать мнение. Посмотрите, метки какие. Андийское озеро, Ботлиховский район, Веденский район, дагестанско-чеченская граница, озеро Эзно-Ам, село Ансалта, территориальный спор, Халильбек Мусаясул. Так вот, если дагестанцы способны реагировать на блогеров, так я и показываю всем и вся. Среагируйте, захвачены наши земли, непосредственно наши родовые земли. Но не могли тысячами лет, которые проживают на территории Чечни, Тайп-Эрсно, отдать Чили свои земли. И почему нету никакой реакции? Когда я это не первый раз делаю. Это гора Эрсно-Лам. Вот она. И вот так по правому ущелью, которое идет, справа это Хорчо-Лам, слева это наша Эрсно-Лам. И вот эти все земли, по правую вот эту сторону, это наши земли. Неужели вы думаете, чтобы попасть на свои земли, мы поднимались до перевала Харам, который именно вы, андийцы, безбожники, вруны и враги чеченского народа. Тот, кто давал эту клятву, это Дейл Мостов. И вот на вот этом перевале мы поворачивали, вот эта дорога направо идет в сторону нашей горы. Когда-то какой-то совхоз, колхоз, когда был Советский Союз, входила в юрисдикцию этого колхоза, а теперь мы не имеем права претендовать на это. Это вы что, издеваетесь, что ли? И вы думаете, что все вот так и будет, и сохранено будет? Да, во все времена, и это не является бомбой замедленного действия или миной замедленного действия. Где же тут справедливость и честность отношения народа Нохчо? Почему народ Нохчо во все времена должен быть притесняемым? Почему все наши соседи лгуны по первую, как говорится, число? Что же вам не имется? Когда вам было запрещено на наших землях жить, трудиться? Почему вы границы передвигаете, все пытаетесь нас уничтожить? То, что нам приносит вред, правы мы или неправы, именно если нам это вред приносит, у вас это вызывает радость. Но почему так? Вот вам вопросы, которые я хотел бы задать. Попробуйте мне объяснить,
как говорится, непонятливым. И таких непонятливых, я думаю, в Чечне очень много, которые не хотят, чтобы их земли, по крайней мере, формально присваивали другим республикам. Я лично требую, чтобы эту границу передвинули. Отдали наши земли, отдали наше озеро. Хай живут, никто внутри России к этим границам серьезно не относится. Если бы не вот такие попытки, я еще раз говорю, вы если думаете, что вот этот один дом построен вот здесь, прямо к границе, из каких побуждений сюда привезли, построили. И теперь посмотрите, сколько построек сделано, якобы, вы посмотрите на это, якобы это дагестанская земля. Вы сами верите, что это ваша земля? И что произойдет в ближайшее время? Если человеку дать какое-то время на ней пожить и утвердиться ему, то именно шакалы, которые ненавидят нас, через определенное время начнут лаять так, что у них будет понос идти. То это земли их и дагестанцев. Поэтому я хотел бы получить от вас, дагестанцев, особенно тех, которые считают себя богобоязненными, от тех наших соседей, которые верят в истину, еще ответьте мне на один вопрос. Если вы считаете все это правильно, то как нам быть? Как нам строить взаимоотношения с вами? Мы абсолютно достоверно знаем, что это наша земля. Никогда в жизни ваша птичка не приносила остатки вашей жизнедеятельности на нашу землю. Что это захваченные земли. Как нам строить с вами взаимоотношения? На каких основаниях? Вы как требуете? Чтобы мы были мусульманами? Почему вы не бываете мусульманами, а от нас требуете, чтобы мы были мусульманами? Что справа, что слева? Как нам строить взаимоотношения, когда вы вот так поступаете? Попробуйте вразумить. Может быть, я сумею правильно понять вас. Ну а я интересовался у многих ученых, и они говорят, что никогда в жизни граница вот так карандашом не может быть начерчена, как вот сейчас вы видите. Границы были по топонимиям определенным. А это начерченная граница просто-напросто. Это захваченная земля. Это сразу же любой географ, топограф сразу же скажет, что это просто-напросто присвоенная земля. Кому как вздумалось. Видите, как это дагестанцы хорошо поступают, а? Ну что ж, это моя точка зрения. Однозначно, каким-либо действием я не призываю, чтобы все знали. Действием имеется противоправным. Противоправным действием я не призываю. И ролик не является, как вот сейчас попытаются преподнести, всегда обвиняют почему-то меня, что я вот там подстрекаю, нарушаю между мусульман. Где же вы мусульман-то видите? Я лично не вижу мусульман. Тот, кто так поступает, не мусульманин, и тот, кто этих людей поддерживает, тоже не мусульмане 110%. Это мои враги и враги моего потомства и моего народа. Это вот такая у меня точка зрения. И я хотел бы призвать как блогер, если они реагируют, я еще раз показываю. Пользователь дагестанской блогосферы обратил внимание. Вот я обращаю внимание ваше на соблюдение всех норм и правил. Или чеченский блогер для вас не авторитет. Или справедливость для вас не является основной и важной частью. Я хотел бы, чтобы российские власти, когда они совершают те или иные деяния, учитывали это. Как нам строить взаимоотношения с Россией, с российским народом, когда мы пережили и испытали на себе все ужасы несправедливости, геноцида. В конце-то концов, теперь, когда мы не требуем сверхъестественных вещей, мы не требуем каких-либо выселения, переселения народов, мы по многим параметрам в взаимоотношениях с Дагестаном требуем от российского правительства соблюдения закона. Закона, который они сами же и приняли. Они однажды нарушили этот закон, выселили нас, потом по закону же нас вернули, но этот закон по сей день Республика Дагестан не соблюдает. Или это неправда? Республика Дагестан нарушает эти границы. И именно центральная федеральная власть передавала, как будто это какая-то ложка, наши земли то одному народу, то другому, перетасовывала. Неужели не настала пора, чтобы мы действительно были в нормальных взаимоотношениях со всеми соседними республиками и с нашей, как говорится, основной частью населения Российской Федерации? Нам-то тоже нужно какая-то, неужели вы думаете, что мы бездушные существа? Когда в отношении нас несправедливость, почему же вы, российская власть, русский народ,
требуете от нас то, чего вы сами не делаете. Вот и к русским тоже точно такой же вопрос. Как нам поступать, как бы вы поступали, когда вот так нагло с вами бы поступали, и ваши земли были бы захвачены? Вы же восстанавливаете сегодня справедливость историческую, и нас тоже к этому призывают. Вот такие куча вопросов у меня, друзья мои. Кто может, осветите. Знайте, что ваша реакция, она очень важна, и важна в рамках приличия. Народ Нохчо во все времена, несмотря ни на какие обстоятельства, был одним из самых мудрых, одним из самых уважаемых, мужественных и терпеливых, самое главное. Знаете, Аллах с терпеливыми. Вопросы мы будем ставить и будем надеяться, что на эти вопросы будут ответы. Но мы знаем, что рано или поздно правда восторжествует, и справедливость тоже восторжествует. И было бы хорошо, если бы вот этих негативных вещей не было. И сегодня было бы хорошо, если бы эта справедливость была восстановлена. Мы достоверно знаем, что именно наш народ Нохчо на несправедливость реагирует рано или поздно. Никакие другие народы ни на что не способны. Не в обиду будет сказано. Никогда дагестанские народы, хотя сейчас эту войну они там взяли, оружие двухстволки и якобы пошли против, предали очередной раз народ Нохчо, тянув эту войну против России, пригласили на свои земли, на свои территории чеченцев якобы для поддержки. И тут же предали. И мы, как глупые, наивные люди, повелись на это. Сейчас, когда мудрость в народе начала торжествовать, всевозможные панические действия, чтобы нас опять ввести в эту блуду. Поэтому я хотел бы призвать всех ответить на мои вопросы, призвать к справедливости, соблюдению закона, закона Аллаха в первую очередь, закона Российской Федерации, закона Чеченской Республики, для того, чтобы между народами, которые граничат между собой, в данном случае сегодня это Дагестан и Чечня, нам нужно, с другой стороны, Ингушетия. Я не думаю, что если Джохар Дудаев оказался нелегитимным руководителем и все его распоряжения, приказы были аннулированы, я лично от себя хотел бы и требую у центральной власти Российской Федерации соблюдения законности. Если вы аннулировали, почему одна часть закона не аннулирована? Почему Сунжинский, Малгобекский районы переданы Ингушетии, не возвращены, если он нелегитимный был? Как же получаются двойные стандарты? Если Дудаев не прав, нелегитимен, все его остальные законодательные акты аннулированы, аннулируйте, пожалуйста, и этот тоже. Верните в состав Малгобекский, Сунжинский район. Это послужит основой для того, чтобы у нас взаимоотношения с Ингушетией начали налаживаться. Никого никуда переселять не нужно. Пусть каждый живет там, где живет по сегодняшний день. Но вот границы надо, те, которые рисуют сегодня власть, перенести в рамках исторических границ. Вот и все. Ролик стал слишком длинный. Я надеюсь, что адекватно будут комментарии в рамках приличия, как и подобает, если это пишет настоящий Нохчо, в рамках приличия и согласно нашим адатам и обычаям, культурно, которые не нужно даже объяснять. Мы всегда этим славились, своей мудростью. Ну, те, кто будет переходить рамки дозволенного, конечно, мы тех будем удалять. Ну что ж, не забывайте подписываться на мои каналы. С вами был Асламбек, канал журнала Клуб российских изобретателей и Кри Нохчо на Яндекс.Дзене. До новых встреч. Дал это больше. Бусурба вежри.